Программа «Салям» продолжается на телеканале БСТ. Меня по-прежнему зовут Сева Шармадзаде. Мою коллегу по-прежнему, и слава тебе, Господи, зовут Юлия Санберина, безызменно, что меня очень радует. Всем привет. 22 мая. Это То бишь сегодня. Сегодня Федерация йоги Башкортостана при поддержке администрации Уфы запускает очередной сезон проекта «Уфа. Среда йоги». Или «Среди йоги», как правильно сказать? Среда йоги. Среда йоги, все правильно. Атмосфера йоги. А все почему? Потому что сегодня... Ёжи и вайб, можно потому сказать. что сегодня среда. Доброе утро. Итак, друзья, поговорим про среду йоги вместе с нашими гостями. Это Евгений Черков, председатель Федерации йоги Республики Башкортостан, и Алина Ималединова, инструктор йоги. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нам про этот проект, почему по средам и где проходят эти занятия. Мы в 2022 году провели Международный день йоги. И после этого было много таких положительных, сильно положительных отзывов, что мы решили что-то сделать поддерживающее на регулярной основе, чтобы люди в нашем городе занимались свободной йогой. И пришла идея это сделать в парках. Поэтому обратились в администрацию, да, нас поддержали, мы начали проводить, и хороший отклик пошел. И наш проект только набирает обороты. Чему мы очень рады. Слушай, ну давайте немножко людям поясним йогу. Многие же думают, что йога — это вот когда сидишь в позе лотоса и все. И так часа два связь с космосом ищешь. Что основное? Вот, то есть йога, что это такое? Да, скажем так. И чем она полезна? Чем она полезна, да, и чем будут люди заниматься у вас? Да, в первую очередь это система оздоровления. То есть можно выделить несколько составляющих. Первое – физические упражнения, второе – дыхательные упражнения, и третье – упражнения на расслабление. Здесь прямо выделяется медитация. То есть вот как раз сидение практически, вот топ, Да. про который сейчас Евуш сказал, это тоже часть этой Алина, ну, я практики. так понимаю, вы как инструктор, вы и проводите эти занятия? Конечно, провожу. Как вообще народ ходит, реагирует? Какая возрастная категория есть? Там, не знаю, приходит в основном, допустим, молодежь, либо, наоборот, серебряный возраст. Все ходят с удовольствием, и взрослые, и дети, разная возрастная категория, и бабушки ходят с удовольствием. А Потому дедушки не что пускают? и дедушки ходят. Потому что йога, она для всех. Нет такого, что какие-то особенности ходят все. Вот давайте, Йога раз мы полезна заговорили всем. о том, что йога доступна каждому, можем мы сделать сейчас какое-то упражнение? Ну, какой-то один из этапов, вы сказали, что это дыхательная, физическая растяжка, да, и потом уже медитация. Что-то можем сейчас сделать такое, что вот люди сейчас, наши зрители вместе с нами, точно так же могли, так скажем, прикоснуться к йоге? Вообще главное — это дыхание. Это ровное дыхание. То есть прикройте глаза, почувствуйте свое дыхание, спокойный вдох, спокойный выдох. Все внимание внутри. Спина прямая, грудная клетка раскрыта, плечи, лопатки Это у меня вниз. в голове мозг играет или в студию дали? Я понять не У тебя могу. в голове, да. У меня уже заиграло, Все понятно. внимание внутри, не отвлекаемся. Дышим. Удлиняем вдох, удлиняем выдох. Дыхание свободное. Хорошо, молодцы. Алина, Да. Евгений халтурит, я подглядываю за ним. Он не делает с нами. Выдох, подбородок вниз. Вдох, подбородок наверх. Продолжаем в своем ритме. Осознавая каждый вдох, каждый выдох. Юля, еще пару вдохов и дальше сама. Я думаю, да, Алина рискует потерять ведущих этой программы сейчас. Потому что мы встали Хорошо, в 5. центр. Правое ухо к правому плечу. Так, это где? Ой. Это левое. Так, сейчас, вот право. Центр. Левое ухо к левому. Так, лево к левому. Ага. Замечаем мягкое вытяжение боковой поверхности шеи. А надо стремиться тянуть его к плечу. Должно быть мягкое вытяжение. Не должно быть болезненных ощущений. Плавно. Ну больно. Хорошо, Тогда центр. еще Поворачиваем плавнее. подбородок вправо, центр влево. Движение также все плавно. В ритме своего дыхания. Хорошо, центр. Начинаем перекатывать подбородок от одного плеча к другому в обратном направлении. Помним, что не должно быть резких движений. И подбородок вниз. Замечайте вытяжение задней поверхности шеи. Можно добавить ладони. Угу. Хорошо, центр.
То есть это те базовые упражнения, которые мы можем делать, сидя на работе, в любом доступном положении. И это помогает снабжать кровью голову, наверное, да? Да, Как будто бы. конечно. Так, Далее мне мы больше можем ничего не добавить, мы Всё, можем доброй далее ночи. добавить грудной отдел, то есть выдох, вдох, так мягко, грудная клетка, да? Ну, я так понимаю, для того, чтобы прийти на ваши занятия, не нужна никакая специальная подготовка. То есть можно Нет, прям с нуля. конечно. Да, все Да, верно. да. Акцент именно на новичков идет. И все преподаватели осведомлены и дают очень корректную йогу. Вот от примерно таких упражнений постепенно можно, конечно, набирать обороты. Но в любом случае в процессе нужно выполнять все бережно. Вот, с пониманием, да, не торопиться, вот как примерно Алина преподавала это упражнение. Основная задача проекта, так понимаю, да, дать возможность людям познакомиться с йогой. Вот Все именно верно, да, через вот попробовать, легкие такие. да, и получить личный опыт, как это хорошо для конкретно моих мышц, суставов, для позвоночника, внутренних органов, да, что такое система дыхания и медитация. А как попасть на занятия? И бесплатно ли ли это? Да, это все как социальный проект мы сделали. Есть группа в Телеграме «Уфа. Среда йоги», где все анонсы. И каждую среду на весь теплый сезон летний вы можете посещать. Занятия всегда проходят. Но есть одно условие. Если температура меньше, чем плюс 18, то автоматически отменяется, потому что некомфортно заниматься. Ну да. Но в не том году хотелось. лето нас, так сказать, баловало, и отмен не было, только в сентябре. Преимущество тем, что мы можем приходить всей семьей, и дети, и родители. Соответственно, мы показываем своим примером, как можно жить правильно. Ой, если я приду со своим Здоровый младшим, образ я боюсь, что Здорово, до йоги у нас, до йоги дело не дойдет. Ну, я знаю, что 5 точек в столице нашей республики Да, имеется. Все Это парки. верно. Это парки Первомайский, Кашкадан и Гафури. Затем набережная реки Белая, амфитеатр, здесь неподалеку, да. А я их видел, когда раньше бегал по средам. Это были мы. Да, да. И парк «Волна». Да, сквер, да, «Волна» в Затоне. В Затоне. То есть, видите, даже территориально практически в любом Для районе каждого. города можно найти для себя эту точку и прийти бесплатно в каждую теплую среду этого летнего сезона. Ну и самое Класс. главное, разрушить вот этот миф, что йога это не для каждого, это нужно вот что-то вот здесь вот иметь или наоборот какое-то спокойствие. Это как раз-таки через дыхательные и физические нагрузки прийти к какому-то своему осознанию, спокойствию. Вот вроде бы пару минут что-то поделали, а смотри, какой я спокойный стал. Да? Это Ненадолго, почти но, уснул, конечно, ничего страшного. но это не считается. Кстати, Поэтому, а друзья, можно секундочку? А уснуть во время йоги можно? Такое бывает? Такое бывает, когда идет эффект глубокого расслабления, то, так сказать, тело сдается, и просто человек выключается. Если у вас бессонница, в принципе, тоже можно Шавасана называется. присоединиться к этим занятиям. вот, либо Легендарное, да. можете перечить с Алиной, она знает определенные точки. Ты не шуми, и на час ушел. Итак, друзья, мы напоминаем, что каждую среду с сегодняшнего дня в 19:00, во сколько? 19? Все верно. В 19:00 в 5 местах нашего города, в каждом доступном парке можно прийти и прикоснуться к йоге, да, что самое главное, заняться своим здоровьем, да, и очищением мозга от каких-то проблем. Так что, друзья, спасибо за это нашим гостям в студии. Это председатель Федерации йоги Республики Башкортостан Евгений Черков и Алина Ямалединова, инструктор йоги. Находите, занимайтесь своим здоровьем, ну и берегите себя. Но самое главное, что... Смотрите телеканал БСТ.